Словно белый песок, порошок или мука в воде. Так озеро Нижний Кабан поменяло свой цвет. Фотографии попали в соцсети. Здесь явление назвали «белая вода». Сообщение об изменении цвета воды экологи получили еще 24 августа. В тот же день специалисты выехали на место и взяли пробы воды. Жители города такое явление на Нижнем Кабане увидели впервые. Учитывая, что рядом находится прокат катамаранов, а помосты никогда не пустуют, то эта точка всегда была на виду. Да, я видел мутную воду, правда, не в этой части, где-то чуть в середине. Вот, ну, может быть, неделю-две назад как-то была такая ситуация, пару дней наблюдал. Мы видим, что берег не очень чистый, заболоченность какая-то присутствует, но именно белой воды мы не видели. Проверка экологов показала, что в составе воды превышены концентрации сульфата, нитритов и железа. В ходе осмотра территории было установлено, что сброс сточной воды возможен только с двух хозяйствующих субъектов, которые находятся в непосредственной близости от места отбора проб природной воды. А в своей деятельности автомойки используют активную пену и кислоты в осуществлении своей хозяйственной деятельности. У берегов Нижнего Кабана и справа, и слева расположены автомойки, а из-под земли с обеих сторон торчат вот такие шланги. Пока мы снимали этот репортаж, в центре озера всплыл еще один шланг. Откуда они и кто их использует, предстоит разобраться экологам. Возбуждено административное дело. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей. Хотя такие санкции, кажется, предпринимателей не пугают. Так, в июне вода окрасилась в белый цвет в реке Шошма в Балтасинском районе. Чуть позже позеленела Казанка в столице. А в начале лета окрас изменило и Архирейское озеро в Лаишево. Во всех случаях под подозрение попадали ближайшие предприятия. Салават Мухаммадуллин, Рамзель Гарипов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.